Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о служилых татарах. Алга. Господствующее сословие российского государства издавна было неоднородным по национальному происхождению. С присоединением тех или иных областей к Российской империи в состав дворянского сословия вливались аристократии этих регионов. Большую часть инородческих родов российского дворянства составили выходцы из татарской среды. Еще со времен Волжской Булгарии на службу к русским князьям стали переходить, отъезжать некоторые представители феодальной верхушки этого государства. В междоусобных распрях русских князей активно участвовали и половцы, кыпчаки. Приток на службу к русским князьям новых волн тюркских феодалов связан с возникновением на территории Дашты-Кыпчака новой империи чингизидов Золотой Орды. Именно с этого времени начинает распространяться среди народов Европы новый этноним – татары. Арабский историк Аль-Умари в XIV веке, описывая Золотую Орду, в своей книге «Пути взоров по государствам разных стран» писал: в древности это государство было страной кыпчаков, но когда ими завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом татары смешались и породнились с кыпчаками, и земля одержала верх над природными расовыми качествами татар, и все они стали точно кыпчаки, как будто они одного с ними рода. Татары — это прежде всего военная знать Золотой Орды и позднезолотоордынских государств, которая пользовалась спросом не только у себя на родине, но и в качестве наемной военной силы в сопредельных государствах. Не случайным является и то, что вплоть до начала XVIII века поволжские татары делились на феодальную верхушку служилых татар и тягловое население. Впервые наименование «служилые татары» появилось лишь в 1520-е годы. Основная масса татарских служилых людей была сосредоточена в Казанском и Темниковском уездах, Касымовском ханстве также. Позднее, в ходе колонизации земель по южным и восточным окраинам российского государства, служилые татары переводились на осваиваемые земли в Уфимском, Алатырском, Нижегородском и других уездах. В Хлыновском уезде издавна проживали родственные казанским служилым татарам арские князья. Помимо этого, отдельные группы татарского служилого класса были поселены во внутренних регионах московского государства. К ним прежде всего относятся романовские служилые татары в Романовском и Ярославльском уездах. Татарские служилые были размещены также в бывшем Серпуховско-Боровском княжестве, Коломенском и Дмитровском уездах. Известна также такая группа населения, как бардаковские татары в Рязанском уезде. По своему положению служилые татары мало чем отличались от других служилых слоев московского государства. Не случайным является и то, что на Земский собор по избранию царя 1613 года были приглашены и представители татарской верхушки. В грамоте, которая утверждала возведение на московский престол Михаила Романова, есть подписи 8 татарских князей и мурс из Темникова, Кодома и Симбирска. Основной обязанностью служилых татар была военная служба. Во многих челобитных служилых татар упоминается об их ратной деятельности. Так в челобитной свияжцев Янгельды Янайдарова и Бакрача Янчурина говорится, что служат где они государевы всякие службы, зимние и летние, и немецкие, и литовские, и черемисские, и сибирские. Служилые татары, так же как и дворяне и дети боярские, входили в состав поместных войск. Ведя хозяйство на территории своего поместья или вотчины, они в случае военной опасности или же восстания должны были являться на службу вместе со своими слугами, количество которых зависело от величины поместных земель. Например, мурзы, имевшие поместные оклады в 610 четвертей, а денежные в 25 рублей, должны были являться на службу в полки на простом коне с саблей, иметь с собой 4 конных вооруженных человек и 3 человек в кошу. В дальние походы они должны были выходить с 2 конями. С самого начала привлечения на службу в русском государстве татарских царевичей их отряды стали использовать в военных действиях. Так, отряды касымовских и темниковских служилых татар участвовали во взятии Казани в 1552 году. Во время военных действий с Речью Посполитой 1617-18 годов в военной службе привлекались романовские, ярославские и казанские служилые татары. В
В XVI веке доля служилых татар в поместном войске составляла около 10%. По некоторым данным, численность войск и служилых татар в ходе боевых действий против Ливонского ордена, Речи Посполитой и Крыма к 1590 году достигла 30 тысяч воинов. Служилые татары принимали участие в более поздних военных кампаниях Московского государства. Во время русско-польской войны 1632 года на службу было призвано 1228 князей и мурз. Значительная часть служилых татар использовалась на сторожевой и пограничной службе на южных рубежах государства. Городовые или полковые служилые татары использовались для защиты приграничных городов и для отражения неприятеля на оборонительных линиях. Служилое население привлекалось для разъездов и караулов в степях на самых опасных направлениях походов крымских или ногайских татар. Основной обязанностью этой группы служилых людей являлась разведывательная, дозорная и заставная служба. Сторожевые отряды заставы отправлялись в степь за пределы русских границ ежегодно с 1 апреля. Их служба продолжалась вплоть до зимы. На польские сторожи, от слова «поле», заставы отправлялись из Кодома, Темникова и Алатыря. Видимо, такая же служба существовала и в Касымовском ханстве, где в 1623 году упоминаются новики станичные. Кроме сторожевой службы существовала еще и станичная служба, которая осуществлялась дозорными конными отрядами станицами, которые также выдвигались в поле. Станичные служилые татары и мурзы несли службу в порядке очередности через каждые 2 недели. Сторожевая и станичная служба были опаснее, нежели городовая, и, соответственно, было иное денежное жалование. Служилое татарское население использовалось также при строительстве крепостей и острогов оборонительных линий. Так, в грамоте царя Михаила Федоровича за 1616 год говорится, что каринские служилые татары, князь Кебекей Иванов и Калина Болезин, вместе с ратными людьми пришли в Никольский острожек, и острожек и надолбы и засеки прибавили. В 1678 году служилым людям, имевшим в своем владении менее 24 дворов зависимых крепостных крестьян, было предписано служить в полках нового строя – рейтерских, драгунских и солдатских. Более высокой степенью являлась служба в рейтерских полках, где и денежное жалование было выше, да и конная служба являлась более привычной для дворян и служилых татар. Ввиду этого многие служилые татары старались перейти из солдат в рейтеры. Власти обеспечивали рейтер вооружением. Это был карабин, пара пистолетов, шпага или сабля, шишак и латы. Тяготы солдатской службы, долговременный отрыв от ведения собственного хозяйства приводили многих служилых людей к разорению. Помимо военной службы, служилые татары в широких масштабах использовались и на дипломатической службе, как гонцы, толмачи и сопровождение посольств в Крым и в Ногае и в иные разные мусульманские государства. По материалам известного нижегородского историка-краеведа Орлова, за период от 1474 по 1505 годы в московских дипломатических миссиях в Крымское ханство участвовало около 150 служилых татар. В Валахию 1533-34 годы послами были направлены Бахтияр Баймаков и Нагай Тулушев. Оживленными были связи и с Ногайской Ордой. С конца 17 века царское правительство встало на путь ликвидации института служилых татар. Законы 17 века, особенно соборное уложение 1649 года, требовали, чтобы татарские князья и мурзы не держали православных у себя в работах, но не всегда эти законы выполнялись. Еще до появления царского указа от 16 мая 1681 года, в котором предписывалось у некрестившихся татарских помещиков отнимать их поместья и вотчины, законотворчество царских властей по ограничению татарского феодального землевладения коснулось арских князей. По грамоте от 17 июля 1673 года указывалось, что каринские татары поселили на своих землях русских многих людей, из тех людей они татары оброки имели и ныне емлют. Далее вятскому воеводе Нарышкину напоминалось, что в соборном уложении записано, которые люди живут за татары, велено тех людей землю отводить за нас, великого государя, бесповоротно. С реформами Петра I и появлением регулярной армии, вооруженной ружьями и пушками, надобность в военной силе служилых татар отпала. Еще в 1697 году по указу Петра I было предписано переписать в ясачные тягла мурз, татар, чувас, черемисов и тарханов.
понизовых и мещерских городов. Законодательная деятельность русского правительства в первой четверти XVIII века, направленная против татарской феодальной верхушки, вынуждала татарских помещиков избавляться как от крепостного населения, так и от своих владений. Немалую роль сыграла и политика христианизации. Если первоначально, в период взятия Казани в XVI веке, политика эта имела более мягкий характер, то после воцарения на российском престоле династии Романовых начинается новое наступление на иноверческое население, прежде всего на служилых татар. Уже в 1622 году появляется указ, ограничивающий владельческие права татарских феодалов. В 1681 году правительство издало ряд новых распоряжений, направленных на христианизацию инородцев. По указу 16 мая 1681 года служилые мурзы и татары в случае неприятия христианства лишались своих вотчин и поместий, если в них проживало христианское население. Всем же новокрещенным предоставлялись шестилетние налоговые льготы. Завершающим ударом по служилому татарскому сословию стал указ Петра I от 3 ноября 1713 года. Сам законодательный акт касался служилого иноверческого населения Казанской и Азовской губерний. По этому указу бусурманам магометанской веры, за которыми есть поместья и вотчины с крестьянами православной веры, требовалось креститься, конечно, в полгода. Для нежелающих принять православие грозным предостережением звучало положение о том, что ежели они в полгода не крестятся, то те их поместья и вотчины с людьми и крестьянами взять и отписать на великого государя. В последовавшем затем новом указе, подписанном 27 ноября того же 1713 года, за некрещение предусматривалось деревни, которые за бусурманами, все отнять и чтоб в том долгого сроку не давать. Наступление на мусульман продолжалось и позднее. По указу Сената от 19 ноября 1742 года здесь в течение 2 лет из 1532 мечетей было сломано 418, расположенных вблизи мест проживания православного населения. По сути дела, это были почти все мечети Казанской губернии. Еще одним шагом, ударившим по социальному статусу служилых татар, стал указ от 13 января 1718 года, по которому было повелено на работы по заготовке корабельных лесов и нужды флота брать Казанской, Нижегородской и Воронежской губернии Симбирского уезда служилых мурз, татар, мордву и чуваш без заплаты, то есть без вознаграждения в виде повинности. Вторая половина XVIII века в России характеризуется как время просвещенного абсолютизма. Провал политики насильственной христианизации, волнение среди служилых татар в 1748 году и, наконец, башкирско-татарское восстание под руководством Муллы Батырши вынудили царское правительство сменить приоритеты в политике по отношению к мусульманскому населению Поволжья и Приуралья. В 1773 году был издан указ о веротерпимости ко всем вероисповеданиям. В 1789 году в Уфе было учреждено Оренбургское мусульманское духовное собрание как орган управления мусульманскими делами. Было разрешено строительство мечетей и школ при них. Из гонимой конфессии мусульманская религия с этого времени становится открыто неотвергаемой. Помимо привлечения на свою сторону мусульманского духовенства, одним из шагов по привлечению мусульманской элиты на сторону властей стал указ правительства Екатерины II от 22 февраля 1784 года о позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства. В преамбуле документа отмечается, что среди князей и мурз, оставшихся в магометанском законе, находятся такие, коих предки за их верную всероссийскому престолу службу получили от высоких предков наших жалованные грамоты и поместные дачи и другие неоспоримые доказательства, что служба и состояние их были равными с прочими благородными. Значимым событием для татарской элиты стал указ от 1 ноября 1783 года, по которому разрешался прием на военную службу и награждение офицерским званием татарских мурз и чиновных людей. В этом указе, впрочем, первоначально также было оговорено ограничение. Выше звания премьер-майора мусульманин подняться тогда не мог. С этого времени начинается новая история татарского привилегированного сословия. Существенное значение для получения татарами дворянских прав имела военная и гражданская служба,
с введением в Оренбургской губернии кантонной системы управления башкирское и мещерякское население было переведено в военное сословие. Основной обязанностью этих сословных групп стала военная служба, которая осуществлялась за счет сельского общества. То есть каждые 4-5 дворов обязаны были ежегодно снаряжать за собственный счет одного воина. В основной своей массе татарские дворяне не имели крупных земельных владений. В какой-то мере в связи с этим их и прозвали Чабатлы-Мурза, то есть лапотные мурзы. К 1795 году из 933 земельных владений, принадлежавших помещикам в Уфимском наместничестве, лишь 28 были во владении помещиков-мусульман. Ко времени 8-й ревизии 1834 года дворяне-мусульмане в Российской империи были внесены в дворянские родословные книги Казанской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Симбирской, Тамбовской, Таврической, Веленской, Волынской, Гродненской, Киевской, Минской, Подольской губерний и Белостокской области. В Поволжье и Приуралье насчитывалось примерно 90 мусульманских родов. Львиную долю из них составляли рода, получившие дворянство по офицерским чинам или российским орденам. Друзья, как всегда, ждем от вас лайков, комментариев под видео. И, конечно, жмите подписаться, если до сих пор этого не сделали. С вами был Ренат Хавибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.